И редакторы уфимских СМИ. Добрый день, в эфире «Эхо Москвы» Уфе, программа «Редколлегия». Меня зовут Елена Черкова, а в гостях у меня сегодня главный редактор портала «Горобзор» Екатерина Тимиряева. Кать, привет. Добрый день всем. И директор информационного агентства «Медиакурсеть» Шамиль Валеев. Шамиль, приветствую. Привет, спасибо, что не назвали порталом. Нет, я помню. Мы работаем в прямом эфире. +7 927 304 10 51. Номер для смс-ок, если у вас есть вопросы к моим гостям. Нас показывают сейчас на Ютубе и на Фейсбуке. Там можно нас смотреть. Не только нас, но и нашу новогоднюю елку. У нас тут теперь в редакции прям новогоднее настроение. Мы пойдем по старой схеме. Начнем с топ-3 новостей, затем обсудим события. Традиционно поговорим про заголовки и цитаты этой недели, ну и про материалы, о которых коллеги хотят упомянуть, которые они писали, о которых они очень хотят вам рассказать. И начнем с топа 3. У «Коммерсанта» на этой неделе топ-3 выглядит так. На первом месте Минздрав Башкирии возглавил Максим Забелин. Буквально новость вчера появилась и уже вышла в топ новостей недели. Второе место — фотоотчет «Твердые знаки» с «Коммерсантом» в Уфе. Нужно тут пояснить, что газета «Коммерсант» провела на этой неделе первое вручение премии «Твердые знаки». Я так поняла, что это премия за наиболее частое упоминание людей в газете «Коммерсант». В 2018 году. В 2018 году, да, за весь год. Это чиновники, представители бизнеса, общественных организаций и много-много-много кто еще. Третье место. 8 детей получили отравление газом из баллончика в уфимской гимназии. Но тут уже стоит поправиться, что к концу недели их стало 9. Как выяснилось, несколько детей даже в реанимацию попали. Мы в новостях говорили об этом несколько раз. Это Демская школа номер 101. «Комсомольская правда» в Уфе. Первое место. 15-летняя мать с полугодовалым ребенком ищет приемную семью. Второе место. В уфимской школе после распыления баллончика пострадали 15 учеников. Ну, стоит отметить, что это всего 15 человек, которые за помощью обратились. Третье место. Вся переломанная и в глубокой коме. 16-летней уфимке, разбившейся в аварии, срочно требуются доноры крови. Про Уфу. Первое место. Долгий заголовок. О том, чтобы грязное деяние не осталось безнаказанным, девушку-дознавателя просят многие женщины, пережившие насилие. Выговорила. Второе место. В Башкирии снимут глав 9 районов одного города. Третье место. Жители Башкирии будут оплачивать горячую воду и отопление по-новому. Башинформ агентство тоже прислало нам свой рейтинг. На первом месте у них тоже, как и у комсомолки, 15-летняя мама ищет себе приемную семью. Второе место. В Уфе экстренно эвакуировали посетителей и персонал крупного гипермаркета. И третье место. Ради Хабиров поручил снизить стоимость услуги за вывоз мусора. Мы обсуждали это на той неделе еще. Действительно, тема такая остренькая сейчас. На нашем сайте hmskUFA.ru первое место. Жители Сибая жалуются на удушающий смог и запах серы. Второе. Митинг обманутых дольщиков в Уфе собрал более 1000 человек. Это новость с выходных. Митинг проходил в субботу. И Ради Хабиров увеличил лимит на покупку автомобилей для чиновников. Это третье место. Как у вас? На Горобзор у нас стройка выглядит следующим образом. В Башкирии 3-летний ребенок насмерть обварился кипятком. Ради Хабиров не принял тарифы за вывоз ТКО. БСК готовит своего кандидата на выборы главы Башкирии. И тема про дольщиков, то, что они проводили манипуляции с гробом во время проведения вот этой акции протеста, тоже у нас в топе. Шами, что у вас? Так, у нас не 3, у нас 5 топ-новостей. Отличились. Ну, давайте. Ну, как любимые поставщик новостей Рустам Закеевич Хамитов у нас, который... Еще Закеевич Хамитов? Да, попал в рубрику еще и «Цифра недели» со своей зарплатой 700 тысяч рублей. Много человек посмотрело. Чуть-чуть меньше... Новость о том, что он столько будет получать на посту члена совета директоров Башнефти. Кстати, сегодня... Буквально если не началось еще, то должно начаться с минуты на минуту заседание совета директоров. Там будет уже известно, пройдет ли Рустам Закеевич на этот пост. А насколько это больше или меньше той зарплаты, которую он получал на посту губернатора? Так, я помню его первые какие-то декларации, с Росгидро там, по-моему, 900 что-то такое было. То есть, это на самом деле не очень большие деньги. Но это в Росгидро 900. Да, а в губернаторской, я думаю, тоже это сотни тысяч рублей. Я не помню, такой же порядок цифр, думаете, да? Сопоставимые деньги. Но для менеджеров такого уровня не очень большие деньги, тем более в такой отрасли. Я думаю, он мог бы и больше получать, мне кажется. Мы все могли бы больше получать. Так давайте все пойдем такие. Потом какие-то махинации с землей, криминальный семейный бизнес главы сельсовета. Я так понял, что у нас начальники на местах традиционно балуются, им лучше знать, как поступать с землей.
Так, и у нас, видимо, это федералы зашли, Рустама Хамитова и Александра Сидякина в одной компании, вывели из руководства «Единой России». Ну, это процедура в связи с их изменением как бы статуса по согласованию. Вот, и, ну, видимо, это федеральный трафик зашел к нам. Вот. Потом у нас была еще новость про башкирский мед, в котором обнаружили какие-то общие черты с какой-то там бычьей спермой, что-то там вообще. Ну, всегда, когда есть сексуальный подтекст, хотя бы косвенно, всегда этот какой-то трафик дает, случайно Просто получилось тут мастерство вот заголовка. вот я вспоминаю про почти закончившуюся банку 3-литровую меда у меня на кухне, мне чуть нехорошо стало. Ну, в любом случае. И вот новость успела уже зайти. И, смог в Сибае. Был он там, не был этот смог. Да-да-да. Да, в общем, такая тема болезненная, и об этом, видимо, дальше поговорим. А давайте мы сейчас сделаем, знаете, как? Все же обсуждают, Шамиль Валеев будет ли министром культуры. Мы сейчас анонсируем. В конце передачи мы это обсудим поподробнее. Мне кажется, все слушатели останутся с нами. Вот это хулиганство, я про это говорила. Отлично, хорошо зашло. Согласны? Разве у вас выбора нет, мы вас не отпустим. Да. Будем щекотать Шамиля, это был анонс, да. Не расскажет, будет ли он министром. Министр рок-культуры. Вы не раскрывайте пока подробности. Да. Давайте закончим с топ-3 новостей и перейдем к событиям недели. Смог в Сибае стал, конечно, событием довольно знаковым на этой неделе, несмотря на то, что Сибай довольно далеко от Уфы, но здесь мы обсуждали эту тему довольно многосторонне. Шамиль, я знаю, что Виктория Куприянова... Хотя и она должна была быть, на моем месте должна быть она. К сожалению, Виктория Куприянова после вчерашней поездки в Сибай, видимо... Отравилась? Сильно... Ну что ж вы такой злой-то, а? Она устала, и я думаю, что человеку нужно отдохнуть. Имеет, да. Звонила я ей сегодня, не смогла дозвониться, к сожалению. Как вообще там все? В общем, я верю не своим глазам, а своим корреспондентам. Да, поэтому я у нее спросил, что там, как? По ее как бы впечатлениям, по тому стриму, который она вела, у нас на сайте есть, там как бы все как улеглось, и не так катастрофично, но народ был напуган, и я, собственно, сам только что из похожего смога приехал в Бишкеке, там была угольная пыль, вот прямо глаз, 10 метров не видно ничего, вот, и это вызывает очень большую тревогу. То, что это проблема в первую очередь коммуникационная, то, что нету системы как бы реагирование? Оповещение, реагирование, объяснить, что это такое. Вот. Это, очевидно стало, да. Ну и вообще не только про это. Смотрите, там это все началось в конце октября, уже декабрь. И вот все это время жители мучаются, не могут найти решение. Мы об этом узнали впервые в этих подслушанных пабликах. Вот буквально на днях. Да, прорвалось сейчас. Реакция вообще вот этих ответственных Я еще прекрасно помню 90-й год, когда меня уговаривали, что те, которые пьют с фенолом, там вода даже как бы круче. И, вкуснее. Вкуснее, да. Вот, поэтому есть основания тревожиться и требовать ответа на свои вопросы. Ну и незаконный рудник это был. То есть это такая большая глобальная проблема. Вот. То, что там с этого угла постоянно чем-то тянет таким, я думаю, это тоже накопилось еще. То, что люди там ничем не охвачены, они не в коммуникации с региональными властями. Я думаю, это еще и наше наследие. Да не только с властями, и вообще это ответственность тех людей, которые работают на местах, потому что, извините, вот только на этой неделе принято было решение, вероятно, да, около 2000 средств защиты индивидуальных было там подготовлено для людей. Ну вот у нас об этом писали как бы на сайте РИА Башкирия, который входит также в наш холдинг, да. Первый момент, около 2000 там мест приготовлено для эвакуации этих людей. То есть, извините, люди мучаются с октября. Это тоже о многом говорит. Почему реакции нет? Терпели, да. А вот это мучения как проявлялись? Я вот не знал. Ну, мы сегодня вот утром вызванивали в эфире местного жителя. Он рассказывал, что действительно вот на протяжении последних 2 недель, то есть где-то с середины ноября, пик, да, действительно настал. Был очень сильный запах в воздухе, резало глаза, першило горло, кружилась голова. Мы с ним причем еще разговаривали буквально пару дней назад, когда вот вся эта волна пошла именно в Уфе, да, и в соцсетях, и в СМИ начали об этом писать. Он говорил, что знает случаи, когда у людей там с астмой были прям приступы из-за этого. Интересно было, что в тот же день или на следующий день, это тут буквально там пару дней назад, в администрации Сибая было заседание по ГЧП, да? Ой, нет. ПЧС. ПЧС, да.
ПГЧП, это немножко не о том. Было заседание ПЧС, и один из представителей медицинских учреждений города сказал, к нам никто не обращался, мы не зафиксировали превышений каких-то. У нас заявительное право, да, пока вас не убили, вы, пожалуйста, не беспокойте милиционера. В таком духе, да. То есть он говорит, к нам, конечно, обращаются люди там с ангиной, с какими-то заболеваниями дыхательной системы, но она не превышает обычных показателей, никаких там это очень трудно осознать, если что-то нет. в воздухе такое происходит. И последствия все равно в любом случае впереди только будут даны. В любом случае реакция будет, мне кажется, и на действия муниципалитета. Обращения, вероятнее всего, были, но потому что люди писали, допустим, нашим журналистам тоже показывает, писали. Что... И по власти, и по тому, насколько своевременно были приняты меры по всей этой ситуации. Так что если мы эта реакция увидим... химически блокируется просто там этими самосвалами, водой и глиной, как они там называют это все, массами, то это значит, что за этим отвалами никто не смотрит. И тем более экспертиза будет готова только через 4 дня, на следующей неделе. Экспертиза кто проводил ее? Я не могу сейчас сказать. Сегодня просто журналисты обсуждали, слышала, что через 4 дня будет обнародованы результаты экспертизы. И еще момент. Помните, когда был смог с Челябинска, да, Рутений? Ведь тоже очень непонятная ситуация. Все нормально, ничего нет. Ситуация тоже была напряженная. В итоге выяснилось, там, вот как вы говорите, отсутствие коммуникации между ведомствами, и опять это подтверждается. По поводу экспертизы, глава Сибай выложил у себя в ВКонтакте результаты анализов исследований воздуха. Пробы брали Минэкологии наш и Центр эпидемиологии. Все нормально. Нет превышения. Это предварительные, вероятно, результаты, но окончательные на следующей неделе. И мы тоже запрашивали и получали несколько лет назад, когда едешь мимо театра НУР в районе проспекта Салавата Юлаева и 50 лет. Там всегда вонь. Мы искали источник этой вони, думали, что это история, там где-нибудь сутолка неправильно затекает, может там... Выяснилось, что там рядом стоит КНС, Уфа-водоканал, канализационная насосная станция, она справа стоит, за Ниссаном, бело-синяя. И вроде все нормально по документам, а воняет ненормально. Ненормально, да. Нормально, но не для этого места. Интересно, чем это все закончится и как это все закончится, и будут действительно какие-то меры, потому что сегодня житель Сибая нам говорил, что если в течение ближайшего времени им не дадут ответы на их вопросы, у них были там конкретные 3 вопроса, кто в этом виноват, какие меры будут предприниматься и предпринимались, и почему они не предпринимались, и почему не было извещения как раз об этом. Я бы назвал это инцидент прямо, с большой буквы «И». Причем это же небольшой город, город, да. Очень такой... Небольшой напряженный город, я бы сказал. Сегодня, тем более Зауралье, это и так территория это не сильно спокойная в последнее время. Сегодня или вчера депутаты наши поехали туда? Вчера, по-моему. Вчера, да. Сразу после Вики поехали, да, наши депутаты. Вика опередила депутатов. И сегодня слегла. Тем не менее, да, местные жители намерены выходить уже на такие конкретные митинги, не просто на встречу с администрацией, там возле администрации устраивать какой-то массовый сход и требовать ответов, это прям конкретно видно, митинг что уже. Зауралью не хватало внимания много лет. И там накопилось, что с людьми надо разговаривать. Один из показателей. Это одно событие недели. Еще одно событие недели, буквально под занавес ее, отставка исполняющего обязанности министра здравоохранения Рафаэля Епарова. Он был назначен буквально 2 месяца назад, без 2 дней, да, или сколько было. Буквально в эти дни октября он стал министром. Внезапно это же первая отставка была, да, его предшественника. Да, Анвар Бакиров был первым, кто ушел. И Хабиров взялся как раз самой наболевшей, острой, кровоточащей темой здравоохранения. Здравоохранение тема. Сейчас у нас будет новый исполняющий обязанности, человек из Москвы, с другого региона. Я в связи с этим, хотела рассказать эту историю. Я делала запросы буквально на прошлой неделе, не знаю еще, что у нас тут такие грядут перестановки, делала запросы в Минздрав по поводу ситуации с ВИЧ-инфекцией в республике и по поводу ситуации с онкологическими заболеваниями и препаратами. Потому что буквально тоже не так давно главный врач онкоцентра республиканского говорил, что не хватает препаратов, когда люди выписываются из стационара, да, это он говорил, продолжают лечение дома, у них нет препаратов. Я сделала запрос соответствующий в Минздрав, мне сказали, что все в порядке, все нормально. У нас все есть. У нас есть препараты для онкобольных, у нас есть препараты для людей с ВИЧ-инфекцией, у нас все в порядке с тестами на иммунную нагрузку для людей с ВИЧ-инфекцией, хотя есть жалобы, обращения от людей, у которых месяцами и годами не проводится этот анализ. И мы сегодня делали такой опрос
в утреннем эфире, голосование проводили. Вот люди считают, что эта отставка, она не потому, что у нас плохо все в Минздраве, и надо все это менять, и нужен человек какой-то со стороны, который не знает эту систему изнутри, а человек, просто отставка, такой очередной чиновник Хамитова ушел. Вот я хочу ваше мнение по этому поводу узнать. Я считаю, что в здравоохранении проблемы есть. Что касается ВИЧ, уже там последние года 2 обсуждается, что в России под угрозой развития эпидемии, причем бешеными какими-то темпами, потому что сокращаются расходы на как раз вот лекарственное обеспечение, и это все равно все даст результаты. То есть ВИЧ-больные, они не получают эти лекарства, да. Ну, эти в открытых данных Счетная палата России об этом говорила. Что касается онкобольных, ну, вот даже пример с онкоцентром, который тоже там годами строился, и в итоге даже там на одном из первых совещаний как бы Радик Фаридович об этом говорил, что давайте, чиновники, я вас отправлю в одну семью какую-нибудь, да, вон с онкобольным, и вы им в глаза скажите, почему такая ситуация, и действительно. Как бы, ну, сейчас говорят, по-моему, если не ошибаюсь, в следующем году, к концу следующего года этот онкодиспансер будет сдан, но дыма без огня не бывает, мое мнение. И если говорит, я забыла, как зовут управляющего вот онкодиспансером Уфы. Давай, сейчас я пока поищу, а ты продолжай свою мысль. Главный врач. Главный врач, да. Вот, может, и управляющий. Главный врач. То есть, ну, дым без огня не бывает, и надо быть просто, мне кажется, даже элементарно смелым человеком, чтобы об этом говорить и проблему озвучивать, обнародовать, да, если он это сказал, надо... Руслан Султанов. Руслан Султанов, да. И то есть надо к нему в любом случае подойти и уточнить у него данные. Шамиль, есть мнение? Почему вдруг отставка такая стремительная? Ну, в принципе, логика в том, чтобы назначать главного по медицине за пределов региона. Ну, в этом есть логика. Это как вот силовиков меняют там по ротации. Ну, я думаю, что есть определенная сложившаяся схема взаимоотношений между медицинскими там, фирмами, которые обеспечивают там, медицинской техникой, и нашими дорогими главными врачами. Почему-то эта должность за последние 8 лет стала настолько ресурсной, что прямо чуть ли не половина политики вот, Башкортостана 10-х годов это были назначения главных врачей. Вот. Ну, что в этой должности такого, что вот прямо... И можно я добавлю? Вы помните, недавно была инсулиновая проблема, да, просроченные лекарства. В итоге я общалась с коллегами, не буду уже говорить, откуда они, если они захотят сами там акцентировать внимание на своем этом материале. Но, в общем, приехали в это медучреждение по инсулиновой этой теме, открыли холодильник, а там в итоге опять лежат эти инсулиновые просроченные препараты. Вот эти, понимаете? То есть, ну... То есть пошумели, все покричали, показать на кого-то уволили, и все. Ну, то есть эта проблема, она вот осталась. И вот тот человек, тот журналист, который это делал, ну, он был просто в шоке от этого. Это я точно знаю. У нас как бы нигде я не видел ни в какой стране столько аптек. И я так понял, что основную, значительную часть медицинской нагрузки на себя берет провизор, который стоит за прилавком, и, ну, вот мой любимый способ самолечения. Вот. Диагноз по интернету. Ну, да, это же как нормально. Ну, и потом, хирургия, вот еще. Чиновника, которого назначили, чтобы ему войти в эту ситуацию, даже если он там извне, либо он из этой же системы, из башкирской, да, нужно время, чтобы понимать, как бы, какая проблема, это тоже... Может, не надо понимать уже нашу самобытность? Может, надо... Нет, секунду, дело не в том, что самобытность понимать, а понимать нужно как бы саму суть проблемы и так далее, вникать. Во-первых, там и бумажной сколько вообще ответственности, вы же прекрасно это понимаете. Как будущий министр культуры, о чем мы поговорим в конце передачи. У нас ноты, а не бумаги. Кстати, про будущего министра. Нет, давайте закончим вот с этой темой, пожалуйста. В смысле, вот даже вот, ну, чтобы вникнуть в вопрос, нужно время. И сколько этому времени пройдет вообще? Вот тоже вопрос. Мне лично, например, со стороны виднее, хотя я, может, ну, как бы рассуждаю как любитель. Может быть. У нас от слушателя вопрос. Шамиль, прокомментируйте слухи, что вы будете министром культуры. Мы прокомментируем эти слухи в конце программы. Мы сейчас прервемся на новости. Я напомню, что у меня сегодня в гостях главный редактор портала «Горобзор» Екатерина Тимиряева и директор информационного агентства «Медиакорсеть» Шамиль Валеев.
13:30 в столице. Краткие новости на Эхе. В студии Оксана Пашина. Здравствуйте. В Кремле не приняли условия для встречи Трампа и Путина, которые выдвинул накануне советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. Он заявил, что встреча невозможна, пока российская сторона удерживает украинские корабли и экипаж, задержанные в Керченском проливе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобная позиция не может являться основанием для нарушения хода судебного разбирательства и следствия, которое ведется в отношении нарушителей государственной границы Российской Федерации. Песков добавил, что в Кремле готовы к встрече Путина с Трампом. Эти переговоры нужны обеим сторонам. Судебные приставы не стали составлять протоколы на Алексея Навального из-за его отказа удалить из интернета фильм расследования «Он вам не Димон». Об этом Навальный написал в своем твиттере. Классическая ситуация. Позавчера вам 3 повестки, составим 3 протокола, посадим на 30 суток. Сегодня утром. Зачем пришли? Для составления протокола по повестке мы передумали, потом составим. Уходите скорее. Так политик описал ситуацию. Напомню, Навальному было предписано удалить расследование ФБК по требованию бизнесмена Усманова и фонда «Соцгоспроект», а бизнесмен Сергей Михайлов инициировал удаление информации о том, что Владимир Путин дарил ему часы. Глава Минздрава Вероника Скворцова опровергла сообщение о том, что ведомство сократит закупки современных препаратов от гепатита С. Это не так, сказала чиновница, отвечая на вопрос Интерфакса. Ранее газета «Ведомости» написала, что Минздрав в следующем году планирует в 7,5 раз сократить закупки досабувира, самого эффективного препарата для лечения гепатита С у пациентов с ВИЧ. Вместо этого будет применяться устаревшая и менее эффективная интерфероносодержащая терапия. Газета ссылалась на письмо организации «Сообщество людей, живущих с ВИЧ», адресованное министру здравоохранения. Минздрав подготовил проект закона об увеличении возраста продажи алкоголя до 21 года. Он опубликован на портале нормативно-правовых документов. Из него следует, что повысить возраст продажи алкоголя планируется с января 2020 года. Текст законопроекта Минздрав обещает вынести на общественное обсуждение через 15 дней. В Госдуму несколько раз уже вносили подобные законопроекты, однако в правительстве говорили, что это противоречит Конституции. Согласно основному документу, граждане, достигшие 18 лет, должны сами осуществлять свои права и обязанности и нести юридическую ответственность за свои поступки. Курс евро опустился ниже 75 рублей впервые с 23 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов на московской бирже. По сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов, курс евро снизился без малого на 0,5%. О погоде в Москве в ближайшие сутки от 4 до 6 градусов мороза, переменная облачность, местами пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица. Сейчас в Москве -4, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, относительная влажность 90%. Оксана Пашина, служба информации, Эхо Москвы. Понимаете, это такая проблема. Каждый год одно и то же. Я не знаю, чего он хочет. Мы знаем, чего вы хотите. В Максидоме с 12 по 18 декабря скидка 12% на все. Максидом. Понимаем в подарках. С 18 декабря башкирский кирпич представляет выставку карикатур «Кирбыз» Камиля Бузыкаева. Вы увидите более 300 кирпичей с иллюстрациями художника, из которых построена инсталляция в виде фрагмента Кремлевской стены. Место проведения – Центр современного искусства «Облака», улица Бакалинская, 3. Вход свободный. Информационный партнер «Эхо Москвы» Уфе. По понедельникам в студии «Эхо Москвы» в Уфе подводить итоги прошедшей недели будет Азамат Саитов и его гости. Каждый понедельник вместо программы «Персонально ваш» слушайте программу «Послесловие» с Азаматом Саитовым после 15 часов. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. Радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе представляет программу «Редколлегия». Главные новости из жизни республики разбирают и анализируют журналисты и редакторы уфимских СМИ. Продолжаем программу «Редколлегия» фразой «Чё?». Я напомню, что у микрофона сегодня Елена Черкова, а в гостях у меня главный редактор портала «Горобзор» Екатерина Тимиряева и директор информагентства «Медиакурсеть» Шамиль Валиев, который, собственно, и сказал громкое свое «Чё?». Шамиль,
Давайте теперь ваши события недели обсудим. У вас их прям много. Ну, у нас все события недели, они связаны, как сказать, редакционного характера. Одна из них называется Куприянов-Сибая. Но частично мы это уже обсудили. Это Аскарова в Белорецке. Что? Давайте про эту историю поговорим. Да, там, история в нескольких сериях, когда сирот пытается поселить в домах, где насквозь видно. И, аварийные дома. Да. Угу. Вроде как им положено давать дома, но у них, за их семьей как-то формально числятся какие-то халупы. И местная администрация считает, там все нормально, и и живите там. А фотографии, которые на Медиакурсити опубликованы, показывают, что там не то, что жить, там рядом с этим находиться невозможно. Сотрудники выезжают, разговаривают с людьми, и хорошие репортажи, которые я читаю. Сколько таких семей? Не знаю. Примерно. Не можете цифру назвать? Не могу сказать, потому что волна за волной, серия за серией, Минздрав туда выезжает. А почему такие дома дают? Чем это объясняют чиновники? Или что? Как вообще это происходит? Там какой-то схематоз, видимо, существует, какое-то посредничество, кто такие услуги оказывает. Эти дома кто-то покупает и помогает администрации, что-то их там расселять, выполнять их обязанности. Почитайте, пожалуйста, материал. Там не хочу сейчас бросаться обвинениями. Там очень важный было очень важное замечание о том, что дом одной из семей, которые предоставили, где как раз глава семейства потом покончил с собой, этот дом, у него якобы есть собственник. То есть он предоставлен был сироте, но у этого дома есть еще собственник, который теперь терроризирует супругу этого покойного мужчины, требует от нее там каких-то заоблачных для сельской местности сумм, и говорит, что там пойдет в суд, буквально там ее через судебных приставов теперь будет заставлять деньги платить, требует отдать ключи от этого дома. Дом там действительно там просто без слез не взглянешь, хибара. Это прям, наверное, самое мягкое, что можно. Но это не событие недели же. Это не событие недели, но это история, которая в очередной раз у нас появилась. Это не событие недели. Давай событие. Давай событие. Нет, я про Сибай. Ты про Сибай. Да, Сибай одно событие этой недели. Безусловно, это событие. Мы просто про него уже говорили. У нас событие недели — это то, что видит редакция главное для себя, понимаешь? Поэтому... Мне кажется, интересно пообсуждать по журналистике. Мы записали интервью с Борисом Николаевичем Мелкоедовым, главой агентства по печати и СМИ. Это событие недели случилось. Если мы идем по такому пути... Я знала, что будет драка. Так, нет, еще драки где Валерия Тимиряева, там не жди. Мы не раз не дрались. Рейтинги Эхо просто сейчас взлетят. Так что там у вас? Рейтинги Эхо, мне кажется. Кто у вас там собственник? Собственник? Да. Сделайте запрос. Так, нет, давайте. Нет, в итоге по журналистике. Картотеку. Почему нет? Мы же делаем. Делайте, давайте. Когда? Мы уже сделали. Когда? Мы уже сделали. Нет, я вам не мешаю, ребят? Нет, не может пойти. Нет, по журналистике. Давай просто хотела ваше мнение, вашу оценку вообще в целом о том, что сегодня происходит в башкирской журналистике. Ваше мнение, допустим, интересно мне узнать. Мне кажется, мое мнение, оно сформировано в вопросах, с которыми на основании которых поговорили мы с Борисом Николаевичем. Люблю ваше поколение, люблю ваш подход. Мне кажется, вообще будущее молодежи. Относиться дай бог ей здоровья, молодежь. И вам тоже. С такой-то экологией. С вашим опытом. У меня же опыта больше, да. В общем... Давайте, время. Нам еще обсуждать вашу должность министра. Я как раз пытаюсь оттянуть время. Смысл в том, что относиться с презрением к нашим коллегам, которые тянут лямку в муниципальных изданиях, и тот, кто работает в региональной прессе, тот заведомо ограничен очень жестко. Да, и ограничен очень жестко. Ограничения все в голове. Ограничения все башкиров в голове. Я бы так не стал, я тут на стороне цеха. Они работают в тех условиях. Не надо сильно вперед своей аудитории тоже забегать, потому что будешь самый умный в Чешминском районе. Давай так, а в чем у тебя главные претензии-то?
Главные претензии, ну, я считаю, что вот даже по цифрам, мне, например, завидно Екатеринбургу, где цифры просто бешеные ежесуточные в сравнении с нашими ежесуточными. Но... Потому что любая посещалка — это деньги. Это развитие всей Катя, отрасли. Ты уже полгода про эти цифры говоришь? Да. Вот мы 2 миллиона сделали в прошлом месяце. Вот. А вы сколько? Я за этим как бы и не считаю. Все так говорят. Вот. Мы анализируем, я общую ситуацию мониторю по больнице лет 7. Вот сегодня вы до начала передачи уже говорили там. Да, вообще основоположник жанра говорить о своих цифрах, вообще это я в Фейсбуке. Я у вас перенимаю эстафету. Ну да, пожалуйста. Это просто тема 2011 года, когда надо было доказать эффективность, как бы, что мы не лохи Хамитову. Вот. Что касается в целом по цифре. А что значит мы не лохи Хамитова? В 2011 году приходилось доказывать эффективность. Ну, тогда был тренд такой заданный нашими как бы, коллегами, что все, кто государственная пресса, все идиоты. Это Пробашен форум сейчас. Да. И вот, а мы не идиоты, мы не верблюды, БСТ, не лажу показывает. Хотя такое отношение из серии «Я телевизор не смотрю», понятно, я никогда не буду на вашей стороне, пока вы сами шкуру государственного медиаменеджера на себя не примерите. Вот в этих условиях не поработаете. Вот. Топить за отрицательную повестку, и, я вот тоже умею, вы это 2 года видели. Все нормально. Это легко. Что касается общих аудиторных как бы историй, так, вот по последней цифре из Лив-интернета у нас примерно 110 сайтов есть, так называемых информационных, включая все агрегаторы, да, аудитория которых не меньше, чем на 10% состоит из башкирской аудитории. Ну, Лив-интернет показывает статистику только по региону. Ну да, там есть... Это тоже некорректно. Вот метрика, например, она показывает более полную картину. Google аналитика. Там есть сложности с определением IP-адресов, потому что система не считает башкирскими IP-адреса мобильные. Потому что они через Самару. Через Самару идут маршрутизация, через Нижний Новгород, и Дом.ру идет через Пермь. То есть Мегафон, МТС и Дом.ру. Вот. Но, тем не менее, наша аудитория региональная, по общим как бы оценкам, это в 2 раза увеличила свой запрос на региональные новости. И вообще сейчас какой-то бум региональных новостей. Вот этот миллион там. У меня электрогазета бедная, и то набрала миллион. Который я как бы когда-то делал. В прошлом году? В прошлом месяце. В прошлом месяце? Да, там, миллион чего-то. Вы до сих пор делаете общественную рекламную газету? Я не делаю, я ее когда-то сделал и запустил. И вы считаете, что это ваш все равно продукт? Я правильно понимаю же логику? Плод моих чересел, да. Создал и выпустил в мир. Да. Это как бы, сейчас какой-то идет бум, и я так думаю, что это общая тенденция. Во-первых, Яндекс.Дзен дает какой-то трафик, и не знаю, останется или не останется. У нас лично отвалился он вообще, у нас его нету. Да, пора как бы. И, во-вторых, те перемены, которые произошли, люди с надеждой, с тревогой, с интересом вглядываются в профиль первых шагов и профиль личности новой власти, новых назначенцев. Это и было и в 2010 году, там был взлет. Пашин форум в день набирал 50 тысяч, когда назначали там министров. Вот сейчас это, естественно, цифры в разы больше. В общем, условно 30, не буду грузить цифрами, допустим, Башкирия давала в месяц обычно 25-30 миллионов просмотров башкирских же сайтов. Сейчас давала 60, да. Это Лив-интернет самый строгий счетчик, который всех как бы приземляет. В регион. Да, вот. И вот этот вот всплеск, народ уже более-менее определился, и вот этот медовый месяц в пиковый самый такой вот интерес, он уже проходит. И снова опускается, опустился, но не до прежнего уровня. Я думаю, что останется, когда народ увял и перестал интересоваться происходящим в республике. Это при Хамитове это было 25-30, сейчас будет где-то плюс 20% где-то останется после падения вот этого пика. И то, что народ начал интересоваться местными новостями и местной повесткой, такой тренд есть. И сейчас многие издания как бы выстреливают, и каждый день кто-нибудь в Фейсбуке вывалит, я самый читаемый. Мы сейчас рискуем уйти просто куда-то в дебри, которые понимаем только мы втроем. Что ты хочешь спросить? Культуры. Какого еще министра культуры? Спроси министра культуры. Да. Откуда это слух? Куда вообще пошло это? Да, почему тут у нас уже я несколько человек спросило? Вы вообще от кого узнали? Что про вас так говорят? Я был где-то в Москве на съезде Народного фронта и зашел как раз... Недели 2 назад это было. Да, в секцию культуры, и меня коллеги начали и поздравлять, и спрашивать комментарии.
коллеги из федеральных, из региональных СМИ. О, типа, неожиданно. Какой у вас масштаб? Да. Ну, я говорю, так, неожиданно. И для меня тоже неожиданно. А оказывается, это уже где-то прело. Вот. А я, ну, естественно, как последний узнаю об этом. Вот. И, ну, жалко, что меня впрямую никто комментарий не спросил, я бы подтвердил. Вот, так мы сейчас впрямую спрашиваем. Ну, сейчас уже неинтересно, я уже везде опровергал. Даже вчера даже списался. Так в итоге вам предлагали или нет? Кто мне? Ну, вот представьте, ну, какой из меня министр культуры? Секунду, я похож на главврача психиатрической лечебницы, что ли? Вам предлагали или нет? Официально. Официально такие вещи разве предлагаются? Сначала проговаривается, прорабатывается. Так, окей, неофициально вам предлагали? Неофициально мне такие вещи. Катя, надо в гестапо работать. Я хотела работать в прокуратуре. Неплохо было. Не предлагали? Мне никто неофициально и официально, и неофициально. Ну, вы вообще, вот видите, вы недавно встречались с Азаматом Гибадовичем Алимухаметовым. Так. Вы встречались у Михаила. Он даже у себя в Инстаграме это все написал. Вот вы сейчас губы зажимаете, ну вот было такое. И вот эти вот шуточки, откуда они? Для чего, самое главное? Ну, как сказать? Как есть. Мне интересно поддерживать какую-то легенду, потому что, ну, во-первых, со мной все культурные люди здороваются сейчас. Или, мне кажется, нам еще лампу в глаза надо сейчас поставить. Да, передают приветы. В общем, вы не будете министром культуры следующим? Пока сейчас, нет. Пока нет. Мы с Аминой Евгеньевной решили, что... Мы это обсудили в Инстаграме, можете зайти. Ну, а какую-либо другую государственную должность? Опыт у вас имеется? Работа в что ж ты такое? Ты смотри, привязалась как. По мере не одно, я хочу на Горобзоре потом публиковать. Будем рассматривать по мере поступления. Пока вот те проекты, в которых я участвую, ну вот, я ими доволен. Вот. Но себя, скажем так, если положа руку на сердце, естественно, я патриот Республики Башкортостан, и, ну, если, как бы сказать, готов, и, ну, я считаю Башкортостан своим проектом, ну, родным, и я хочу в нем участвовать. Вот это заява сейчас. Вы были готовы, мне кажется, к этим ответам, проговаривали у себя. Ну, спасибо за ответы, на Горобзоре напишу я. Сейчас кто-то нервно сглотнул где-то в правительстве региона. Давайте уже вернемся, наверное, к повестке и к... Цитата. Ну нет, подожди, у нас есть еще одно событие, о котором я с Шамилем хочу поговорить. Давай. Это ваша поездка в Бишкек. Что это вообще было такое? Это, ну, во-первых, это страна, которая нас любит. Это страна, которая любит Мустафа Карима. И там прошла конференция 12 декабря, было 90 лет Чингизу Айтматову. Его другу. И они вместе когда-то на Иссык-Куле встречались, а сейчас по их инициативе они пригласили нас. Ну, я еще работаю в фонде имени Мустафа Карима. Я там выступил с докладом. Там были представители, ну, там, допустим, экс-премьер-министр Республики Кыргызстан, экс-спикер парламента. И они все, ну, там, рассказывали про дружбу. И, ну, такая научно-практическая конференция. Они хотят возродить что-то вроде Иссык-Кульского форума, который в 1986 году Чингиз Айтматов собирал в Иссык-Куле самых умных людей, поговорить о самых глобальных проблемах современности. Надо быть злым или добрым, надо сотрудничать или соперничать. Вот такого уровня. Литературные, нравственные такие? Духовные они называют. Духовные. Да, ну духовные, ну не то что клерикально, а в светском плане, в самом широком плане. Вот у них такая идея есть. И вот как раз мостиком, там был советник посольства Российской Федерации, он сказал, что вот обращение кыргызов к творчеству Мустафа Карима — это такой мост между Россией и Кыргызстаном. Надо понимать, что Бишкек — это как Бейрут в 80-е годы. Там это центр всех, там все там спецслужбы, все разведки мира там сидят, все компании там. Это традиционный такой перекресток Азии. Если мы эту территорию отпустим, Кыргызстан, то мы все там потеряем. А страна настолько нас любит, настолько там все пропитано, пронизано русской культурой, и они об этом прямо говорят, вот, что мы просто это не замечаем. Как бы ни получилась история с Кубой, на которую там мы забили в какое-то время, и они, ждали, не дождались. Ну и вообще надо сказать, что... Там китайцы сидят, там американцы сидят, как бы это такой... перекресток всей Азии. Любые культурные, исторические связи, они всегда укрепляют и деловое сотрудничество, и социальное, и экономическое. Да. То есть это такой будет большой эффект. Да, такая тема есть. И в геополитическом плане, понятно, что там были люди, как бы, подходили и говорили, не отпускайте их, помогайте нам. То есть
Подходили к Шамилю и говорили, не отпускайте их. Ну, чтобы мы находились в сотрудничестве, да, с Кыргызстаном. Поэтому, скорее всего, Шамиль станет министром культуры не вероятно Башкортостана, Кыргызстана. Уточняем. Да? Да или нет? Двигаемся дальше. Окей, так. Я прям заслушалась про Кыргызстан. Вспомнила, что вы посмотрите мой инстаграм там про еду кыргызскую. Там до них агротехнологии еще не дошли, поэтому вся еда натуральная и умопомрачительно вкусное, вкуснейшее натуральное мясо и овощи, фрукты. Я вспомнила просто произведение Мустая Карима. Прям они же такие теплые, глубокие, прям вот такую волну сейчас поймала. Кстати, про Мустая Карима. Я этим напитался, да, и белый пароход тоже. Вот эта вся война, которая была с аэропортом во время аэропорта, закончилась она у вас? Нет, как у вас там? Наименование, да? Да. Война между двумя Шамиль вообще изданиями. не пожалел, что пришел? Или не пожалели? Нет, без проблем. Ну, скажем так, вы, если обращали внимание, следили за активностью, допустим, темы Карнашпан в свое время, то обращали внимание, что инспирированная тема, она имеет П-образный график распространения. То есть резкий подъем, удержание ее на высоком уровне. Ну, в частности, упоминается потом резкий обвал. Вот, как издание, которое часто обращалось к общественникам и позволял себе публикации, которые недопустимые, как отреагировало на завершение. Вы намеренно не называете это издание? На завершение вот этой кампании и на результаты голосования. Вот. На старте это как было? Это явно была информационная кампания. В этом нет никакого сомнения. Со стороны этого издания? Со стороны... А со стороны вашего издания? Мы говорим про Пруфу. Вдруг читатели не понимают. Слушатели у нас слушают. Слушатели, да, сори. Да. Как вопрос звучит? С вашей стороны это была информационная кампания, со стороны Медиакор-сети? Нет. Мы в гестапо вообще реально, по-моему. Не было со стороны Медиакор-сети никакой информационной кампании. В суд на вас там грозились подать. Подали в итоге или нет? Кто? Сын Евгений Гореев, сын Мусы Гореева. Гореев или Гореевна? Нет, Гореев. Вот увижу и расскажу. Пока не видели исков. Ничего не было. Ко мне какие-то обрывки информации прилетают, но я думаю, что юристам ряда изданий других тоже придется заняться своим непосредственным делом, у них будет тоже интересная жизнь. Как все захватывающе. Так, мне об этом сказали в холдинге нашем. Ну что, давайте теперь к заголовкам этой недели перейдем. Я нашла совершенно потрясающий заголовок на этой неделе на портале RB Today. Он пока еще жив, несмотря на то, что говорили о том, что там что-то случится с ним и будет немного иной у них формат. Они пока еще работают. RB Today, кстати, поднимаются по Лив Интернет, по тому же. Заголовок у них был просто гениальный. Башкирский эпос «Урал-Батыр» шекспиризировали. О как! Я очень долго пыталась понять, что это значит. Для начала, надо честно признаться, я долго пыталась произнести слово «шекспиризировали». Сейчас я научилась и могу. В итоге оказалось, что у нас будут ставить эпос «Урал-Батыр» в театре, в Башдрамтеатре. И режиссер, который хочет поставить этот спектакль, решил, что вот часто эпос путают со сказкой, а это немного разные вещи. И он решил сделать этот эпос вот так, как это делал Шекспир в своих сказках. Я, честно говоря, не поняла из его объяснения, что в итоге он будет делать с эпосом «Урал-Батыр», но заголовок, тем не менее, прекрасное. Слово «шекспиризировали» мне теперь очень понравилось. Мне кажется, тема культуры нас не покидает. Планирую его прям. Это издание... Как будущий министр культуры, Шамиль, что бы вы хотели сказать? Что бы я хотел шекспиризировать? Да, что вы шекспиризируете? Я бы немножко лидзепенировал бы немножко башкирскую культуру. Поп-культуру, я имею в виду. А вы знаете, что Элвин Грей говорит? Ваш будущий продюсер канала, извините, телеканала «Вся И Уфа». мой недавний знакомый, да. Он говорит о том, что башкирская эстрада находится в 60-х, 70-х годах прошлого века и еще до сих пор. А сколько у нас времени есть еще поговорить по башкирской эстраде? У нас есть еще 4 минуты. 3. В общем, башкирская эстрада и татарская эстрада — это порождение эпохи... В Татарстане, в Казани выпускали кассеты
И на этом основании родилось много продюсерских центров, и это стало очень простым. И в 90-е годы все представители деревенской культуры, а пассионарный взрыв тогда был вот в Казани, стали суперзвездами. Стали суперзвездами, и у нас, я не могу всех запомнить, не меньше, я думаю, что звезд татарской и башкирской эстрады, это примерно одно и то же пространство, вот, по восприятию там, пентатоники, вот этим расческам, на которых они играют. Звукорежиссер правильно смеется, там еще с частотами там тоже беда, да. Вот это, пассионарный взрыв суверенитета Татарстана, там, Башкортостана, и это прямая деревенская культура, переведенная на язык модерн-токинга, там, по большому счету. Элвин Грей круче делает. Он это дело поломал, потому что он вырос в городской культуре, и он слышал вот эти низкие частоты, которые из сабвуферов слышала уже молодежь, новое поколение. Вот, и скажем так, тот богатый потенциал, который есть в культуре тюркских народов, вот, он смог это дело там вытащить через низкие частоты, хип-хопа, вот этого всего, на чем он играет. Соответственно, поэтому он сейчас рвет залы. А вы, кстати, с ним согласовывали эту шутку? Тетеньки и дяденьки. Что он ваш будет зам? Или вы это просто так написали? Кто из нас будет зам? Нет. Чей? В смысле, Элвин Грей, вот Радик Юляшин ваш зам. Так. Либо... Медиакурсити? Зачем? Министр культуры. Мы же не покидаем эту тему. Мы сейчас рискуем просто не успеть прочитать ваши заголовки и цитаты. Скажите, да или нет? Или вы просто так, или так можно про него писать? Кто чей зам-то, я не понял. Почему я с ним Вы меня путаете? Давайте оставим этот спор за пределами эфира, об этом поговорим. Кать, давай про свой заголовок. Окей, мы с вами тогда все-таки подеремся вне эфира, к сожалению. У нас минута да, заголовок: штрафы вырастут с новой скоростью, просто как водитель. Меня эта тема очень огорчает, что бесплатные 20 км в час могут убрать. Вот это вот, да. А надо сейчас... машины поспокойнее покупать, Катя. Нет, это у меня характер такой, Шамиль, неспокойный. Вы же видите, сейчас мы в итоге подеремся. Ты хочешь? Главное, микрофоны наши не разбейте. Шамиль, у вас что там заголовком? Одна минута осталась. Да, у нас заголовок «Грустный бизнес и смерть». А это заголовок как раз материала Минзали про... того материала про белорецкие вот эти... И очень быстро успеем цитаты недели, прям... Ваша деятельность очень поверхностна, Ради Хабиров во здравоохранении. Поддерживаю, у меня редакция тоже к этому. Айрат Дильмухаметов: в Сибае смог, а в Рио не смог. Вот так вот. И на этом сегодня все. Ну что, спасибо вам большое за то, что вы к нам сегодня пришли. Спасибо за то, что не Что, кто не смог? Айрат бы смог? Я не знаю, давайте мы у него спросим. Вот сейчас эфир закончим, мы наберем и спросим. Спасибо всем, да, услышимся. Я напомню, что у нас сегодня в гостях был главный редактор портала «Горобзор» Екатерина Тимиряева, директор информационного агентства «Медиакурсет» Шамиль Валеев. Меня зовут Елена Черкова. Спасибо, что не подрались в эфире. Хорошей пятницы и пока. Никакого секрета. Мы говорим все, что знаешь. Радио